Чувашия под ракетными атаками. Сотни пострадавших, миллионы рублей ущерба. Он сюда тоже, что ли, попал? Вон там все горит. Погибшие. А потом атака на Татарстан. ВСУ ударила по Нижнекамскому НПЗ. В Чувашии начинается перебой с бензином. Как живет Чувашия в новых условиях? Помогают ли власти гражданам? И можно ли сделать хоть что-то, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Расскажу в этом видео. Ставьте лайк, чтобы его увидели как можно больше жителей республики. Чувашия подверглась ракетным атакам 5 мая и 10 июня. ВСУ ударила по ВНИИР «Прогресс». Это предприятие, которое принадлежит сербскому олигарху и производит очень важную антенну для российских дронов. Завод даже после первых атак еще в прошлом году продолжил везде громко кричать, что они производят эту антенну. Ну просто гении. А владелец предприятия никак не комментирует ситуацию. Большое видео о том, кто он такой, будет здесь. Посмотрите, если пропустили. Единственное, что сделало руководство ВНИИР, которое заработало миллионы на войне, это предоставило городу мобильные бомбоубежища. Сейчас 21 такая коробка стоит по городу. А знаете, как отреагировал на атаки глава города? Во время первой ракетной атаки он уехал из Чебоксар для пиар-мероприятия по посадке деревьев. Во время второго удара Олег Николаев тоже выехал из города. Его кортеж видели на М7 и в Шумерле. То есть в критический момент для республики ее руководитель просто уехал подальше, в спокойное место. За все время Николаев ни разу не встретился с пострадавшими. Ни разу! Мало того, что глава республики не общается с людьми, так правительство Чувашии выделили мизерные компенсации пострадавшим. Материальная помощь для них сегодня составляет 15 675 рублей. За потерю автомобиля 400 тысяч. За полную утрату имущества, то есть за всю квартиру сгоревшую целиком, 156 750 рублей. Это как вообще? Страшно представить, каково людям, которые жили рядом с заводом, и им просто не повезло. Депутат Андреев из КПРФ просил власти перенести завод. И, конечно же, ему ответили, что это невозможно. Сейчас депутат Степанов из ЛДПР просит увеличить выплаты. Те суммы поднять хотя бы до миллиона. Граждане должны чувствовать, что государство от них не откупиться хочет в такие непростые моменты, а действительно компенсировать ущерб и предложить альтернативу, на чем человек мог бы работать, обеспечивать свою семью. Его требования звучат абсолютно разумно, ведь деньги на пиар-рынок пихеть есть. На ежегодное обновление автопарка главы республики деньги тоже есть. Так почему бы не потратить деньги на тех, кому они на самом деле нужны? Видимо, Единой России это понять очень сложно. Поэтому предложения Степанова все еще не приняты. Но чебоксарцы организовались и устроили сбор денег для пострадавших. Сами, без поддержки сверху. А что еще остается, если власти наплевать? Мы увидели то, что вся квартира была выгорена, все окна были выбиты. Конечно, как раньше уже не будет. На этой кухне не стало ее самого близкого человека. Никогда не думала, что за сыном вот так придется ухаживать круглосуточно. Конечно, мы в «Сердитой Чувашии» тоже рассказываем про эти сборы. На них откликаются тысячи человек. Понемногу реально помогают пострадавшим семьям. А ведь остаются люди, которые хоть и не пострадали от ракет напрямую, но живут рядом с заводом и продолжают быть в постоянной тревоге. После атак этим летом на рынке стало больше предложений об аренде и продаже квартир вокруг ВНИИР. Даже те, кто не пытается избавиться от жилья, по возможности уезжают на лето в деревню. Молодежь ищет возможности для учебы и работы в других городах. Из соседнего с заводом МТВ-центра сбегают арендаторы. Причем руководство торгового центра даже не идет им навстречу и не отпускает их просто так, ссылаясь на условия контракта. Разрешает выехать только оплатив штрафные, хоть арендаторы и ссылаются на реальную чрезвычайную ситуацию. МТВ-центром, напомню, владеет семья единоросса Кригера, и он пойдет в этом году на выборы. Видимо, будет рассказывать избирателям, что ракетные атаки – это не ЧС, а обычный день. Последняя атака оставила вопрос,
Ждут ли Чебоксары новые прилеты? Вот что говорит АСИНТ-расследователь Руслан Левиев. Я вчера смотрел запись вашего эфира, то ли вчерашнего, то ли позавчерашнего, где с Юрием Федоровым обсуждали удары по заводу в НИИР «Прогресс». И там, хотя, опять же, покажу на фотографиях, хотя как бы эти разрушения кажутся такими прямо гигантскими, как видите, здание прям практически уничтожено. И Юрий Федоров говорил, что вот там, это явно завод уже больше работать не будет, потому что здание уничтожено полностью. Но важно было то, какое конкретно здание поразили. И по всем признакам, которые мы изучили и по спутниковым снимкам, и по фотографиям Земли, это было явно административное здание, которое на производство как таковое, скорее всего, не влияет. И, скорее всего, завод «Прогресс», он дальше будет время заморожен, но довольно-таки быстро восстановится в плане своей работы. Власти Украины, судя по всему, считают, что атака на НИИР была успешной. Або ще одна ціль, уражена ціль, завод в Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику. Очень надеюсь, что наш город больше не попадет под удар. После атак на Чувашию случились удары по Татарстану. Пострадали предприятия нефтегазовой отрасли и жилой дом. Украина сейчас бьет по всем российским НПЗ, и последствия этого самые серьезные, особенно в Крыму. Ситуация в Чувашии тоже непростая. Очереди на заправках, нервы водителей сдают, бывают даже драки. Перцовый баллончик. Вон еще раз, смотрите. А вот такого проблем с бензином нет, так это у главы Чувашии. Всю вину на дефицит топлива Олег Николаев сваливает на спекулянтов и обещает, что скоро все наладится. Уверен, что на следующей неделе уже ситуация должна выйти в штатный режим по всем видам топлива. К сожалению, есть спекуляции со стороны малых частных операторов, но здесь мы очень плотно работаем с ФАСом, фиксируем такие случаи, а дальше будем предметно разбираться и давать оценку действиям каждого из участников рынка. Как видите, очереди стали только длиннее. Автопарк главы Чувашии еще в конце прошлого года заключил с Татнефтью годовой контракт на 17 миллионов рублей для обеспечения правительственных машин бензином и дизелем по очень выгодным и фиксированным ценам. Когда вы стоите в душной пробке на Татнефти, в конце которой вам могут сказать: извините, но топлива нет, информационное табло здесь только для вида, подумайте о том, что вначале Татнефть привозит бензин к правительственным машинам и только потом к нам, простым смертным. Я искренне не понимаю, как можно стать предателем собственного народа, как Николаев. Посудите сами, в НИИР реально опасное предприятие. Его натурально бомбят, люди умирают, теряют жилье, в городе бесконечно объявляют опасность атаки ракет и БПЛА. В столицу Чувашии отменяют праздники, на этом зарабатывает какой-то блатной сербский олигарх со связями. А что делает Олег Николаев? Не объявляет траур, не говорит с жертвами, не делает нормальной помощи, да вообще ничего не делает, чтобы хоть как-то повлиять на руководство в НИИР. Буквально ничего. Да о чем я говорю? Если во время атаки он продвигает свой канал в Максе, глава Чувашии буквально не пишет некоторые сообщения об ударах в Телеграм, только в национальный мессенджер. Ну что это, если не предательство народа? А когда начинаются проблемы с бензином, Николаев отрицает реальность и винит во всем перекупов и спекулянтов. Николаев, глаза разуй, Россию бомбят, мира нужно требовать, а не спекулянтов искать. У россиян сейчас объективно очень мало ресурсов и возможностей, чтобы выразить свой протест. Только подумайте, прямо сейчас наша сердитая Чувашия – самый читаемый канал в республике. Если бы были возможны митинги, люди этого Олега Николаева и Единую Россию просто снесли бы к чертям собачьим. Мне кажется, мы в этой ситуации просто обязаны пойти на выборы в сентябре и уничтожить на них партию, которая начала войну. Партию, в которой сидят люди, которые считают, что ракетные атаки на Чувашию – это пустяк. Партию, которая уничтожает нашу республику. Согласны? Тогда помогите распространить это видео. Обязательно напишите комментарии и поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы быть на связи. И до скорого. Купите наш VPN, чтобы поддержать нашу команду. Он стабильно работает в условиях самых жестких блокировок Роскомнадзора. Даже когда все другие популярные сервисы лежат, наш работает. Ссылка в описании.